Давным-давно, за гранью древних лет, народившиеся от первых людей племена Саха жили на прекрасной плодородной долине. Но стали нападать на них с северных метельных небес свирепые племена, у которых рты были на груди. От их тяжелых прыжков раскололась земля. Прекрасная долина покрылась глубокими оврагами. Нападали на них и племена подземных абагы, сверкая медными глазами, несли они смерть и разрушение. И не было для Саха спасения в их срединном мире. А родился в ту пору на земле Саха Нюргун-Батор. Рос он не по дням, а по часам, и был такой сильный, что испугала его сила всех живущих под землей, всех живущих на земле и всех живущих на небе. И тогда Нюргуна усыпили и унесли на высокую железную гору, а там заперли в каменной пещере с железной дверью, привязали волшебным арканом на 39 узлов. И спал Нюргун-Батор в каменной пещере с железной дверью, а чтоб кто-нибудь случайно не разбудил его, караулили пещеру 3 исполина богатыря. Видя, как бедствует ее народ, видя, как злобные абагы безнаказанно нападают на племена, шаманка-удаганка Ани-Умсур поднялась на железную гору, подошла к спящему Нюргуну-Батору, колдовские веревки о 39 узлах разорвала, чары усыпляющие развеяла и сказала: «Вставай, богатырь! Настала пора применить тебе свою силушку, настала пора помочь людям». Проснулся Нюргун-Батор, вскочил, каменная пещера развалилась, гора железная закачалась. Огляделся богатырь и прыгнул на тучу и опустился на ней на землю. Он был строен станом, словно копье, стремителен, как стрела. Был он лучшим среди людей, сильнейшим среди людей, красивейшим среди людей, храбрейшим среди людей. Не было равных ему в мире богатырей. Огромен он, как утес, грозен лик у него, выпуклый лоб его крут и упрям. Толстые жилы его выступают по телу всему, бьются, вздуваются жилы его, эта кровь по жилам бежит. Впалые у него виски, чутко вздрагивают нервы его под кожей золотой. Нос его продолговат, нрав у него крутой. Дома ждали его младший брат Үрін-Волан и младшая сестра Айталын-Ко. Обрадовались брат и сестра Нюргуну-Батору, повели его в дом, посадили на почетное место, угощали разным кушанием. Только насытился богатырь, как услышал лошадиное ржание, вышел во двор и увидел богатырского коня с каменными копытами. Вскочил в седло Нюргун-Батор и вскрикнул громовым голосом: «Все есть у меня, и сила богатырская, и верный конь, но нет доспехов и оружия, чтобы сразиться с врагами, чтобы защитить родной народ». И раздался с железной горы голос удаганки Ани-Умсур: «Скачи к кузнецу Балтаны, там найдешь ты все, что тебе надо. Скачи, твой конь знает дорогу».
Попрощался тут Нюргун-батур со своей младшей сестрой и младшим братом, и помчал его верный конь через горы высокие, через реки широкие, и достигли они железного гремящего дома. Вышел из дома кузнец Балтаны и сказал такие слова: «Наконец приехал богатырь, которого мы так долго ждали. От ожидания затылки онемели у нас». Приказал кузнец своим помощникам, которые были ростом с большое дерево, принести из погребов оружие и доспехи. 2 раза перемерял доспехи Нюргун-батур, и 2 раза рассыпались они у него на груди. А на 3-й раз вынесли помощники такие доспехи, что едва дотащили их до богатыря. Надел Нюргун-батур 3-слойную кольчугу, шлем примерил богатырский, выбрал меч чудодейственный, пылающий синим огнем, взял и полицу 99 пудов, да еще копье с толщиной с бревно. Поблагодарил Нюргун-батур кузнеца Балтаны, вскочил на верного коня и поехал защищать родимую землю.